эфир. На исторической сцене Большого театра в Москве прошла мировая премьера мессы «Си минор» Баха «Даруй нам мир». В день рождения постановщика спектакля, легендарного Владимира Васильева, в зале театра собралось множество известных и узнаваемых персон. Спектакль, поставленный специально для Татарского театра оперы и балета имени Мусы Джалиля, стал новой точкой отсчета творческих возможностей татарской труппы и освоения новых сценических средств. Подробнее в специальном репортаже нашего культурного обозревателя Дмитрия Пивоварова из Москвы. Сотворение мира по Васильеву – это плод творческих поисков выдающегося мастера сцены и единомышленников. Премьера спектакля по мессе «Си минор» Баха, который увидели казанцы за 4 дня до московской премьеры, до сих пор называют в кулуарах культурным шоком. Для меня это очень важно было, это единение как раз сцены и зрительного зала в Казани. Откровенно вам признаюсь, никто вообще не ожидал, что будет такое очищение, если хотите. Потому что все-таки выходили все люди просветленными. Это самое главное. Это так редко бывает на спектакле. Над проектом работала международная команда. Хор-оркестр балет театра имени Джалиль, приглашенные солисты из Большого театра и театра новой оперы имени Колобова, маэстро из Королевства Нидерланда, ассистент из Италии, автор рисунков, по которым сделана компьютерная графика из Франции, художники по костюмам и мастера видеопроекции из Москвы. Для театра оперы и балета это прорыв в новое изобразительное пространство благодаря музыке Баха и, конечно, личности Владимира Васильева. Ваш театр оперы и балета один из лучших в России. Я думаю, что не случайно его взгляд остановился на вашем театре. Тем более, насколько я понимаю, этот театр связывает творческая дружба давняя достаточно с Владимиром Викторовичем. Да, с Владимиром Викторовичем Васильевым, поэтому он остановился на этом театре, и я это вижу абсолютно закономерно. Это предложение Васильева просто в хорошем смысле спровоцировало. Это мотивация, понимаете, в чем дело? Это мотивация, и он задает. И это всегда, если есть такая категория, людей, которые способны нас ориентировать на какую-то мечту, на какую-то высочайшую художественную задачу, это, я вам скажу, это просто необходимая составная часть только этого. История человечества в рождении Вселенной, пришествии его и ее, сначала в наивном постижении мира, взрослении, зарождении семьи, а также в чувственных поединках, утратах, горести и ликовании, и обращении к миру, как апофеозу существования Земли, потребовало немало изобретений. Художница из Марселя Светлана Богатырь, рисующая портреты композиторов с помощью нотных знаков, совпала со своими работами с замыслом Васильева. Когда высшее начало присутствует в человеческом сознании, тогда его мир очень широк. И вот это есть. Володя Васильев, у него фантастическая интуиция, поразительная. My place is as a conductor to control. Он посланник, это миссия Васильева, и он должен просто то, что он слышит от него, он должен передать людям. Он чувствует себя как посланником. Творческая команда из театра имени Джалиля шлифовала каждый нюанс в течение 2 дней до премьеры в Москве. В промежутках возможность запечатлеть себя на исторической сцене Большого театра. Все-таки такая возможность дорогого стоит. В спектакле «Даруй нам мир» нет ведомых и ведущих. Все находятся в равных пропорциях. Работая над проектом, не имеющего аналогов, приходится все открывать заново. И плоскостное решение, и возможность образования новых балетных пар. Я, если честно, я была в этом театре, но ни разу здесь не танцевала, не приходилось. И, конечно, очень волнительно выходить на эту сцену. Даже очень, я бы сказала. Очень волнительно и, то есть, ответственно. Мы понимаем, какая ответственность лежит на нас. Вечером зал Большого театра заполняется за считанные минуты. Знакомые лица повсюду. От министра культуры России Владимира Мединского до патриарха сцены Владимира Зельдина.
Что касается творческих контактов мастеров сцены России и Татарстана, то, как говорится, продолжение следует. Мы находимся в развитии. И это естественно. Вот то, что мы оказались в Большом театре, в нашем выдающемся театральном первом коллективе, который в России, конечно же, и мы выполняем здесь свою особую миссию. Дмитрий Пивоваров, Алексей Барыкин, телеканал «Эфир», Москва.